Ну а правила беспошлиной торговли уже действуют на территории Союза, что позволило наполнить рынок товарами по доступным ценам. Анна Деркач убедилась. Армянский магазин в центре столицы. Москвичи его знают хорошо. Мясные деликатесы, знаменитый армянский алкоголь и, конечно же, сыры здесь можно купить по цене отечественных. Прийти купить сыр там за 600 рублей килограмм, 600 рублей килограмм, и пойдите в другой сетевой магазин, да, за 600 рублей килограмм мы можем тоже купить, тоже голландский, там, российского производства, либо российский сыр. Доступные цены – преимущество ЕАЭС. Армения, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь не платят России таможенную пошлину. Для потребителя, показывает Карен интеграции, выглядит вот так. Армянские вина, бренди и даже чай вдвое дешевле, чем европейские. Да, известные бренды чай, известный бренд, английский, вот его цена. За простой цейлонский чай 25 пакетиков, вот его цена. Армянская продукция тоже 25 пакетиков, но цена 180-210 в 2 раза. Марсель, предприниматель из Кыргызстана, открывает первый магазин в Москве. Раньше боялся очередей на таможне, несколько суток простое и потеряешь весь товар. Сейчас для бизнеса в России все условия. Это все равно, что в России произвести где-то в Твери и привезти в Москву. То же самое это произвести в Киргизии, привезти в Москву, только на 4000 километров дальше. Лечебная минеральная вода вдвое дешевле грузинского аналога. Сок прямого отжима 5 литров всего 150 рублей. С любовью из Бишкека и любимые россиянами сухофрукты и натуральный кыргызский мед. Осталось облагородить внешний вид. Мы еще, видите, не научились правильно упаковывать продукт. У нас нет правильно соответствующей упаковки, которая соответствует рынку России, требованиям определенным. Но мы над этим работаем. Белорусский товар точно не уступает российскому ни по дизайну, ни по качеству. Для соседей плюсы ЕАЭС даже не в цене, они на одном уровне с российскими. Упрощенная таможня позволяет магазинам часто обновлять ассортимент. Мы стали брать шоколад, например, очень часто спрашивали, мы попробовали, всем очень нравится. То есть мы не отстаем от российских производителей. Абдулла Рапиев балует россиян казахстанскими деликатесами. В почете бакалея, консервы, сладости. Говорит, при очевидном прогрессе торговых отношений интеграция кое-где буксует, особенно в налоговой сфере. Вернуть НДС из российского бюджета все еще сложно, а порой невозможно. Налоговики кошмарят нештатными проверками. Боязнь не вернуть НДС – это делает удорожание, потому что они уже закладывают в себестоимость. Представьте, что на 18% удорожания продукта это не маленькое удорожание. Так как когда люди зарабатывают 5% от продаж, 18% это существенное дорожание. Абдулла еще и аспирант РУДН. О развитии бизнеса в ЕАЭС написал целую диссертацию. О проблемах, как и о достижениях, считает предприниматель, нужно открыто говорить. Тогда найдутся и решения. Анна Деркач, Елизавета Максимова, Александр Карев, Мир 24.